Друзья, доброе утро. Так, сегодня третий день пошел. Вчера проехали 1236 километров, что очень хорошо. Так, осталось 100 километров до Читы. Ну и там посмотрим, сколько проедем сегодня. Вот кафешка, покушал, позавтракал, кофеечку попил и в путь. Проехали сейчас пост ДПС. Ну, снимать не стал, там лишние эти разговоры, чтобы там не были. Сейчас же гаишники, там что снимаешь. Ну, короче, машина грязная после Неверской, помыть негде. Мойки не встречаются. Спрашивает, что с Якутии едем? Я говорю, да. Ну, что, дорог нету у вас там? Я говорю, ну, видите машину? Ну да, посмеялся. Так вот. Пожелал счастливого пути, проверил документы. Вернее, сначала проверил документы, потом пожелал счастливого пути. Далеко едем? Краснодар. Ну все, счастливого пути. Ну вот так, скоро Чита. Заправил сейчас с Роснефтью. 95-й, 42 рубля. Вообще нормально. Роснефть. Ну как нормально. У нас 52,80 в Якутске. А здесь 42. Нормально так-то разница. Хорошо, поехали дальше. Короче, авария. Ё-моё, там перевернулся. Ёпта. Так, надо помочь, наверное. Плохие. Встречные. Вон в тот КамАЗ там. Встречный удар улетел. Ну, живые. Самое главное, дети живые. Ёлки-палки, а. Пьяный мужик, ноль. Мужик там дышит, но переломанный. Вызывают сейчас скорую. Там мужики хотят его вытащить. Вот это да. Попробую сейчас я позвонить. МЧС не можем дозвониться. Так, ну вот, короче, службу спасения дозвонился. Мужика там сейчас вытащили из машины потихонечку. Ну, переломанный весь. Бухие, елки-палки, а. И она кривая. И он вот в этот КамАЗ в крыло, говорит, врезался водитель. Крыло и в кювет улетел. Ну, слава богу, дети живые, а. Все-таки есть Бог. Ну, он, не знаю, он такой какой-то, двигается там, дышит. Ну, дай бог, что все было нормально. Вот это синька, а, за рулем. Ребята, не пейте за рулем, а. Ради бога. Не садитесь пьяными за рулем. Отличается, как видите, степи до степи. Лесок тоже у них есть, немножко проезжал. Но в основном степь до степи. Ну, вид такой, она тоже своя.
своеобразный. В чем-то есть красота горы. Жарко здесь, 20 градусов. Ну, не так, чтобы там на улице слишком жарко, но в машине ощущается. Уже окошки приоткрываю. Вот они, Бурятские горы. Красиво, красиво. Такой пейзаж прикольный. Столица Бурятии. Такой небольшой городок. Короче, заехал на моечку, в Улан-Удэ нахожусь. Девчонки здесь натирают мне машину. Всю универскую грязь смыли. Там не так моют надо, да? Не-не, я наоборот из Якутии еду. Ну, на юг. Вообще здраво, помыли быстренько. Протерли, девчонки молодцы. И всего-то 300 рублей. Ну все, ребят, помылся, помыли машину. Купил в Enjoy. Здесь сразу заправочка классная. Enjoy — это бургерная, там хот-доги. Вкусненько готовят. Кофеечку взял. Все, двигаем дальше. 400 километров до Иркутска. Лампочка перегорела. Ксенон правая. Почему я здесь и тормознулся? Потому что лампочку надо было купить. Дело идет к ночи. Лампочку нашел. Ну и заодно, думаю, и помоюсь, и заправлюсь. Короче, все сделал. Двигаем дальше. Так, ребят, доброе утро. Ну, сейчас очень рано что-то проснулся и дальше уснуть не смог. Сейчас 4. Это показывает время Якутска. У меня установлено. А местная 4:24. Вчера проехали 1030 километров. Сейчас сброс сделаю. Все, сброс сделали. Потихонечку поехали. Нахожусь сейчас 200 километров до Иркутска осталось. Что-то кашель меня задолбал. Надо аптеку найти где-то. Что-то от кашля купить. Ну все, потихо двигаемся. Да, и забыл сказать, сегодня 4-й день начался. 4-й день начался, как мы в пути. Ребят, посмотрите. Раннее утро. Сейчас будет рассвет. Байкал. Офигенно. Сейчас 30 километров Слюдянка будет. Там есть рыночек, рыбку продают. И пошли потом сопки.
метров. Ага, понятно. Спасибо. Эх, красота. Вот, ребята, если бы жил я здесь, Камер нет. в Иркутске, может быть, и не переезжал. Может быть. Все-таки Байкал, природа. Ну, хотя природа и в Якутии. Но опять же повторюсь, что мошкара, гнус, комары. Никогда Жан-Клод Ван Дам не приедет к нам в Алдан, потому что комарам пофигу, что он Ван Дам. Это местные тогда сочинили. Комары звери там, конечно, звери. Что-то я не понял, рыночек убрали, что ли? Что-то был сразу там рынок, как поднялся сразу. Это я помню, когда ехал в ту сторону, что-то рыночек был, потом спустился сразу и Слюдянка. Или я что-то запамятовал. Что-то уже много я еду и никакого рыночка нету. Или он еще, или еще я не доехал. Ладно, сейчас посмотрим. Не, ребят, что-то ага, проехал я уже нормально. Убрали рынок и эту площадку, что ли. Что-то не могу понять вообще. Туманец такой в низине. Будем опять подниматься. Так, ладно, сейчас посмотрим дальше. Что-то мне кажется, что там переделали, что-то все убрали. Услышал такую новость, что запретили вылавливать амульков этих байкальских. И, видимо, все это связано. Продавать, по-моему, наверное, тоже запретили, наверное, штрафуют сейчас. Точно убрали все, потому что далеко я уже уехал. Ну ладно, не удалось покушать рыбки байкальской. Может, дальше там что-нибудь деревеньки будут. Может, кто что будет потихой там торговать, посмотрим. Я хотел сверху заснять, поснимать, что-то как-то смотровую площадку эту убрали, что ли. Как-то все по-другому стало. Или я пролетел, так не заметил. Ну куда там пролетишь? Потихоньку же ехал. Ну вот. Природа, конечно, здесь обалденная. Эх, такой густой, разнообразный лес. Кедр растет. Да что-то и кедровых орешков тут на дороге. Ну сейчас еще рано, конечно. Может дальше там будет. Надо взять чуток, пощелкать. Природное лекарство. Витаминчики. Ух, смотрите, какой лес. Красота. Красота сибирская. А местные тут летают по этим сопкам. Вон сзади уже меня, блин, на Жигулях обогнал. Да ладно. Ёлки-моталки. Они тут летают как бешеные по этим сопкам, привыкли уже. Но я рисковать не буду. Тише едешь, дальше будешь, как говорится. Все, улетел, шестерка. Ух, как он. Ладно. Дай бог, чтоб доехал нормально. Камера на 90. 200 метров. Ой, спасибо, родная. Ты меня так спасаешь. Камер нет. Понятно.
Ребят, подъехали на развязку в Иркутск. Не заезжаем. Вот развязка. Все, идем. Указатель был Новосибирск. 1800 километров. 1800 с чем-то там. Все. Погнали на Новосибирск. Написано душ, гостиница. Короче, надо помыться. Помыться, это уже 4 дня. Помыться. Кофеечку попить. Маленечко размяться. И дальше путь длинный сегодня. Дорога хорошая. Все, ребят, помылся, кофеечку попил. Вот кафе «Маяк». Ну и гостиница здесь, душик. Просто у них хорошо написано, издалека видно. Душ, гостиница. И все, а то я искал место, где бы уже думал в речку какую-нибудь заехать. Ну, кушать я здесь не кушал, потому что не хочу, недавно ел. Кофе попил, ну кофе тоже так, не очень. Я так-то кофеман. Тоже кофемашина своя есть дома. Ну, кофе что-то кислого молока, что ли, налили. Какая-то кислятина. Ну ладно. Самое главное, помылся. Свежо, хорошо. Двигаем дальше. Так, у нас что там? Красноярск, да? Красноярск. 1060, что ли, показывали. Ладно, сейчас посмотрим. Так, вот написано, сколько тут. Ага, 1020, Красноярск. Ну все, добрый путь. Так, что здесь? Улетел, да? Вот, пожалуйста, снес столб. Летают, видите, я про что и говорю. Ну зачем лететь-то? Ну, не хватает, что ли, скорости. Ну, 110, 115 нормально. Езжай спокойно, нет. Летят, блин, по 200. Это же скорость такая, это смерть сразу. Не знаю, там, или овощем останешься. Зачем так летать, люди? Пьяные вылазят на дорогу, то летчики. Короче, слова Олега Газманова вспомнил. Вот где столовая. Вот тут мы и покушаем. Олега Газманова вспомнил. Есть ездуны, ездецы, как они, ездецы и... Вот эта тетенька говорит. Так, ездуны, ездецы. А кто третий-то забыл? Так, ездун, ездец и ездюк. Во, ездюк. Ну вы поняли, синоним от чего происходит. Ладно, пойдем поедим. Во, нормально, по-людски. Все как надо. Сейчас мы тут покушаем. Так, взял вот тут самое полезное. Фасоль, курица, гречка, кофе. Ну, 180 рублей. Нормальная цена. Ну, столовая еда. Еда как в столовой. Так, ну все, отобедали. Столовая Дон Бульон называется. Ну, еда как... Короче, не ресторан. Как в обычной столовке еда. Не сказал, чтобы там супер вкусно. Нормально. Курдюк набили, да и все, и поехали дальше. Так, бак у нас полный, заправляться не надо. Все, кисловод, говорю, Красноярск.
Красноярск прямо. Все, у меня все мысли о юге. Кисловодск, говорю. Так, 799. Все. В путь. Да, пробочка была. ЖД, переезд. Паровоз, видимо, ехал. Простояли так минут 10. Нормально, короче. Едем дальше. Вот, пожалуйста, еще. На елки-палки, а вообще. Разбитый весь. Уже третий мне встречается. Третья авария. Так, слева, справа нету поездов, можно переехать. Короче, заехал на шиномонтаж, надо отбалансировать колеса. Что-то бьет, 320 еду, обгоняю, начинает бить. Вот, ребята, неверская грязь. Да я снимаю. На YouTube выложу, блин. Вот из-за этого и колбасило. Вот она, жижа, по которой я плыл. Балансировали, почистили. Что-то насчитало мне дорого, блин, 1000. Не знаю. 60 рублей. Говорит, один грузик. Ну, блин, может и правда. Чистка, говорит, еще. Ну, сколько там? Ну, ладно, хрен с ним. 1000 так 1000. Так, заехал в аптеку. Наконец-то нашлась аптека. В Тулуне. В Тулуне я нахожусь. Купил тут леденцов, сиропчика. Надо, короче, выпить от кашля. Бо кашель задолбал. Так, ну вот, ладно, сейчас выпьем, да поедем дальше. Городок Тулун. Ну вот он, городок Тулун. Хрущевочки, я так понял. Больше здесь нету никаких новостроек. Старенький, убогенький городок сибирский. Но тем не менее живут люди, работают. Так, сейчас выйду на трассу, надо посмотреть, как балансировка-то будет. Это что-то молдавашка дорого взял. Нагрел, небось, на грузиках. Ну ладно, бог ему судья. Если нагрел. Остановился сейчас. Что-то вообще про камеру забыл. Орешки продают на обочине. Орешки, мед, таежные там всякие сиропы, ягода, черника, чай всякий разный. Ну и что-то я, ребят, вообще забыл про камеру. Хотел еще поснимать, но вышел, эти орешки купил, кедровые. Купил чаю пачку тут в подарок. Краснодар. А потом-то поехал и елки-моталки. А чё ж я камеру-то не взял, надо было. Ну ладно. В общем, Тайшет, когда проедете, будете проезжать, это если ехать на запад,
Они там и справа, и слева стоят. Вот еще сидят, вот продают. А нет, это, наверное, просто сидят. В общем, там мимо не проедете. Столики у них, такие будочки там сколоченные, они сидят. Можно даже чайку, там они самовар, видите, самовар стоит, попьете. Ну так ничего, чаек, ага, нормально. Ну, в общем, и тоже орешки обязательно пробуйте. Вот они еще хитрецы такие, прошлогодние, пихают орехи. Я к одной бабульке сначала подошел, ага, раз попробовал горький, блин, говорю, а что горький? Да это ж прошлогодний мелок. Нету свежих орехов, не сезон, вообще нету, мол. Ну, что-то мне орехи не понравились, думаю, дай-ка проеду дальше. Проехал, ага, попробовал, там девушка продавала. Нормальные орешки, свежие, все. В общем, баночка полулитровая, 200 рублей стоит. Так, Новосибирск 1298. В общем, баночка 200 рублей орешков, чай, пачка, я не знаю, сколько там веса в этой пачке. Сейчас покажу. Вот такой чаек. Взял утренний. Пахнет обалденно. В общем, такая пачка 250 рублей стоит. Вот, ну, в общем, в подарок взял. Останавливаться буду у родственников в Краснодаре. Там на пару деньков. Гостинчик им сибирский отвезу. Пускай попьют чаек, покушают орешки. Ну вот так, в общем. Сейчас следующий город Канск будет. Будем заезжать. Включу до связи. Она мне еще налила. Чай там готовый, заваренный есть. Типа как бонус попробовать. Я вот стаканчик у меня был там Enjoy такая на заправках, там у них сеть вот этих вот Enjoy. Кофе брал, очень вкусный. Я сюда перелил. Чай, блин, обалденный. Душистый, понюхайте. Чувствуете? Вообще пахнет. Вот это утренний, который я вам показывал в пачке. Заваренный мне дала. Как раз, может, кашель мой полечит чаек. Устали. Состав пропускаем. Паровозик шпарит. До Красноярска 270 километров осталось. Сегодня должны доехать мы. Вернее, я. Ну, мы, я и мой конь. Так, прошел, пристегнулись. Пока шлагбаум закрытый был. Маленько размялся, хоть вышел. Тут что-то долго ехал. Деревушечка, смотрите, какая. Верхний Ингаш называется. Сначала проезжали Нижний Ингаш. Это Верхний Ингаш. Такая прямо ухоженная. Все ровненько. Ну, есть домики, да, такие там старенькие. Ну, так-то вот, посмотрите, улица широкая там. Как бы люди смотрят, приусадебные участки, цветочки. Вообще прикольно. Такая веселая деревушка. Такие мне не попадались. Вот что Нижний Ингаш и вот это Верхний Ингаш. Такие чистенькие деревушечки. Нормальные. Кстати, там указатель был Канск 47 километров.
Красноярск 265 осталось. Вот где Русь, где Русью пахнет. Вот проехали, пожалуйста, смотрите, заборчик выкрашен. Молодцы, конечно, молодцы, смотрят. Ух, какой лес, а! Вы только посмотрите, какой лес. Какие высокие деревья. Да, красота. Заехали в Канск. Что-то сразу дороги такие подубитенькие. Опа, опа. Никто ничего не делает. Вот он, пожалуйста, Канск. Ну да, короче, дороги здесь вообще, я не знаю, что-то печальные. Сразу видно, что хозяина нету в городе. Вернее, он есть, но ворует. Что-то тут залатали. Короче, печалька. Посмотрим, что в Красноярске. Ну, Красноярск там объездная есть дорога. Но все равно посмотрим. Канск это уже Красноярск край получается. Так, М53. Никуда ехать-то? М53 сюда, что ли? Блин. Красноярск. Все правильно едем. Вот это вот развязка вообще. Толкание это по городу. Тоже, блин. Вот это маленький там указатель М53 и все. Хорошо, там как бы опыт есть еще, там у меня несколько раз ездил. А человек, который первый раз поедет, блин, по-любому заблудится. Закончился этот конюшный городок. Едем дальше. Так, все правильно. Нет, неправильно. В другую сторону поехал, елки-моталки. Вот так вот, ребята. Возвращаемся. Так и знал, елки-палки, что не туда поехал. Так, ладно. Сейчас. Спокойно, спокойно. Сейчас мы видим, что потеря времени случилась. Вроде по указателю поехал, нет, блин, точно надо было направо уходить, а я налево. Так, попытка номер 2. Красноярск 219. Все, поехали. Что-то я круг там сделал и обратно сюда же приехал. Ладно. Так, ну сейчас направо ушел. В прошлый раз налево пошел. Короче, сам запутался, ребята. М53 правильно, это туда, на Иркутск, видимо. А я что-то запамятовал по старой памяти. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим указатели здесь. Блин, надо было сразу направо уходить. Что-то ступил я. Вообще, почему М53 мне в бошку ударило? Так, все правильно. Красноярск, направо. Наконец-то, блин. Все правильно, едем. Круговое, уступаем дорогу.
куда там. Вот. Да, вот здесь я, короче, поехал. Короче, я сейчас вернулся. Да, я вот оттуда ехал, получается. Все, сейчас правильно. Короче, поехал сначала не туда. Но я понял, в чем моя ошибка. Никого я не виню, конечно. Там просто по главной надо было ехать. Стоял указатель Красноярск прямо. И я фуганул прямо. А надо было прямо, это значит по главной. А главную дорогу, конечно, я не увидел. Или ее не было. Нет, скорее всего, не увидел там из-за деревьев. Ну ладно. Все, вышли. Вышли на правильный путь. Двигаемся дальше.